Каждую третью субботу августа широко отмечается Всемирный день защиты бездомных животных. Многие годы данная проблема остается одной из самых острых в общественной среде. Просто задумайтесь, сколько в повседневной жизни вы встречаете брошенных кошек и собак на улице, а также какое количество объявлений о помощи животным встречаются вам в соцсетях. Наверняка это будет внушительная цифра и возникает логичный вопрос: что я могу с этим сделать? Журналисты ЕСИА решили найти на него ответ и посетили якутский пункт передержки бездомных животных. В пункте содержится около 100 кошек и собак, за которыми хорошо ухаживают и регулярно кормят. Но самое главное, каждый из жителей города может внести частичку добра и забрать себе одного из этих питомцев. О том, как в семье жительницы села Хатассы Сарданы Слепцовой появился пушистый котик Чарльз, женщина рассказала корреспондентам нашего издания. Так, он у меня Чарльз его звать. А вот смотрите, какой он испуганный, но вспомнил, что он здесь был. Видите, испуганный какой. Жалко, вот я в Ютубе все время смотрю этих вот собак, кошек, вот так же вот они стоят, плачут. И жалко, но и на улице видно. Там тоже с опаской берешь. А тут уже знаешь, что за ними уже уход. Вот, и приехала, и вот выбрала его именно. Ну и дома, в частном доме обязательно надо кошку держать. Так как и друг тебе, и это. С работы приходишь, оно, как говорится, как во всех видео, говорится, встречает тебя душа. Все они хорошие. Вот взять бы всех, но взяла вот Чарльз. Понравился. Ну и светленький, и хорошенький, добренький. Ну и мышей ловит, кстати. А вот то, что вот семья встретила, очень, очень хорошо. Они просто рады и души не чают. Вот Чарльз. Да, Чарльз. Примечательно, что не менее интересные истории встречаются и среди самих работников якутского пункта передержки. Кинолог пункта Юлия Швецова поведала историю о том, что, приютив здесь маленького щенка по кличке Мишка, через несколько месяцев вернулась в учреждение уже в качестве сотрудника. Девушка очень любит животных и очень рада, что занимается таким общественно полезным делом. Ему сейчас уже 11 месяцев, и зовут его Мишка. Просто что он был как плюшевый мишка маленький, пухленький был. И все. Он как охрана. Сейчас он находится у родителей в Вилюйском тракте, там, в частном дворе. А так, когда я его отсюда забирала в январе, он жил у меня в квартире. С моими детьми он постоянно играет. Дети на нем чуть ли не садятся, не лазят, не катаются. Знает команду сидеть, может лапу дать. Я с самого детства постоянно подбираю. То там бездомных кошек, бездомных щенков всегда подбирала, всегда тащила домой. Потом вот выросла, и когда узнала, что есть питомник, пошла в питомник работать, потому что это мое. Директор МУП «Жилкомсервис», под опекой которого находится пункт передержки, Валерия Белоус, призывает хозяев беречь своих животных, любить их, чтобы проблема брошенных животных стала менее масштабной. У меня есть собака, порода у нее доберман, ей 14 лет. Мы с ней уже давно вместе живем, и что бы ни случилось, друг друга не бросаем. Чего я и вам желаю, дорогие наши горожане, да? У кого есть кошки, у кого есть собаки, любите своих животных и никогда с ними не расставайтесь, тогда не будет у нас брошенных животных. Добавим, что помочь пункту передержки животных можно и питанием. Работники всегда рады принять сухой корм, банки с тушенкой, пачки крупы и макарон. Но тем не менее, главная помощь, которую может позволить себе каждый добросердечный гражданин, приютить питомца у себя. Тогда проблема бездомных кошек и собак совместными усилиями, возможно, будет решена. Пускай все побольше знают, что вот здесь есть, кого они захотят, какого цвета хотят, какой порода, не порода, мне кажется, роль не играет. Вот самое, что оно живое, оно родное будет. И чтобы обрести что-то ценное, для этого не нужно платить миллионы. Да? Вы можете взять кошку или собаку абсолютно бесплатно здесь и обрести счастье и тепло в доме. Пожалуйста, приходите.